Уважаемые жители Республики Коми, добрый вечер. У нас сегодня сместилась наша встреча. Сегодня очень насыщенный день. Я вам сейчас расскажу, и вы поймете. Сначала несколько слов об эпидемиологии. На сегодняшний день лабораторно подтверждено 844 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 21 человек. Под медицинским наблюдением находится 1981 человек и выздоровевших 252 человека. Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин выступил с обращением к россиянам, в котором озвучил ряд принципиальных решений. Я их перечислю тезисно, поскольку информация об этом уже есть, она вышла и в источниках, всех источниках информации. Поэтому основной упор Владимир Владимирович сделал, конечно, на поддержку семей с детьми. Еще очень большой блок мероприятий по поддержке предпринимателей. И дополнительно еще поддержка сотрудников и работников социальных учреждений. Вы знаете, что была большая поддержка работникам медицинских учреждений, но у нас, кроме этого, есть еще социальные учреждения, где точно так же люди работают в обсервации, и поэтому президент сегодня тоже их по поддержке, по мерам поддержки особо отметил. Конечно, эти меры носят очень значимый, очень принципиальный характер. Они очень важны для всех категорий людей, которые сегодня пострадали от пандемии. Теперь тоже об этом сегодня сказал президент, это продление режима повышенной готовности и снятие ограничений. О чем сказал президент? Что с завтрашнего дня по всей стране завершается единый период нерабочих дней. И начинается поэтапный выход смягчения режима ограничения. С учетом, вот это очень важно, эпидемиологической ситуации в регионе. То есть в каждом регионе она своя, и она индивидуальная. Особенно президент подчеркнул, что не входит в перечень мероприятий в порядке снятия ограничений. Это для категории наших самых дорогих ветеранов, лиц свыше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Для них режим ограничений сохраняется, потому что они самые уязвимые для этой болезни, для этой инфекции. Вопрос выхода и поэтапного смягчения ограничительных мероприятий мы сегодня обсудили на оперативном штабе. Какое мы приняли решение? Мы приняли решение о продлении на 2 дня, на 12 и на 13 мая, соответственно, продление сегодняшнего режима ограничений. Почему? Потому что у нас 8 и 9 числа появились еще 2 новых очага. Это первый очаг, это Чикшина, и второй очаг Микунь. Там и в Чикшина, и в Микунь вахтовые заехали 2 вахты. И мы, соответственно, их, как и положено, взяли на карантин на 2 недели. И в обоих вахтах на 13-й день выявились люди, у которых признаки коронавируса. Мы их обследовали, подтвердили. Соответственно, из обоих вахт 9 человек мы госпитализировали. Но это очаги, которые нам, естественно, критерии, по которым мы принимаем решение снимать ограничения для первого этапа или не снимать, эти критерии у нас, естественно, на эти 2 дня, они в мониторинге. По этим критериям, их 4 этих критерия, я повторяю, что мы достаточно хорошо подходили к 9 числу, но эти очаги нам немножко испортили. Итак, наши действия на следующие дни. Да, что такое первый этап? Первый этап – это снижение ограничений для целого ряда сфер услуг. В первую очередь, это бытовые услуги, это парикмахерские, которых вы так долго ждете, это
бани, но только за исключением саун. Это косметические салоны, это непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, это прогулки на свежем воздухе, но не более чем по 2 человека, и занятия спортом тоже на свежем воздухе, тоже не более чем 2 человека. Причем это все с соблюдением обязательно масочного режима, ну кроме бани, естественно. Поэтому мы завтра и послезавтра мониторим ситуацию, готовим указ в Рио главы о снятии ограничений частичного. И если вот этот мониторинг ситуации нам не даст дополнительных вспышки вот в этих двух очагах, то 14 числа мы такой указ опубликуем. Естественно, я еще до этого, 13 числа, буду вам об этом рассказывать. Теперь задают очень много вопросов. А в школы и в ясли, и в сады можно идти или нет? Конечно, нельзя. Потому что если посмотреть на критерии, которые даны правительством и Госнадзором, Федеральной службой по Госнадзору, то школы и сады – это вообще 3-й этап. И четко сказано, что ни в коем случае нельзя перескакивать. То есть нужно идти поэтапно. Сначала 1-й этап, 2-й этап снижения ограничений и только после этого 3-й. Поэтому ни о каком вопросе завтрашнего дня или послезавтрашнего дня открытия школ и садов не стоит вообще. Уважаемые жители Республики Коми, на сегодня это вся информация. Думаю, что я донес ее достаточно четко и понятно. Если какие-то будут вопросы, я их услышу. И завтра и послезавтра еще дополнительно, когда буду информировать, на них отвечу. Всего вам самого доброго, не болейте и не создавайте дополнительных очагов, чтобы мы могли перейти к 1-му этапу. До свидания.